Всем доброго дня, с вами Татьяна, компания Sakura Auto. Мы занимаемся покупками и поставками автомобилей с аукционов Японии и из Южной Кореи. И сегодня я отправляюсь во Владивосток для того, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Это перегнать своим ходом автомобиль из Владивостока в Ижевск. Поэтому устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Ну что, друзья, я во Владивостоке. Долетели отлично. Посадка прошла замечательно. Сейчас поеду заселяться в гостиницу. Немножко осмотрюсь. И с завтрашнего дня начинаем уже плотно работать. Всем доброго дня, друзья! Сегодня контент уже пишу из Владивостока для вас. Из дождливого, как оказалось. Вот. С утра идет дождик, но работу никто не отменял. Сейчас ездили забирать на склад уже под вечер Honda Stepwagon для нашего заказчика Дмитрия из Ижевска. Все забрали, все успешно. Лабу пройти только единственное сегодня, конечно, не получилось, уже поздно. Но это уже такие нюансы. Кстати, Дмитрий, когда заказывал машину у нас, поделился такой информацией, что некая приморская компания считала ему автомобиль с фиксированными расходами по Японии 300 тысяч йен. Так, на минуточку, у нас получилось привезти машину в 2 раза дешевле. Ну, я ему это и сразу сказала, что как бы тут что-то нечисто. Сейчас пока стоим в пробочке, вокруг меня сплошной правый руль. Левых рулей вообще реально единицы. Там мерседесы, бэхи ездят. Ну, что не мудрено, наверное, здесь, в этом регионе, в этом городе. Вот, поэтому поехали мы работать дальше. Продолжаем нашу работу во Владивостоке. И сейчас мы поехали в Рыбный порт забирать очередной автомобиль. Сегодня суббота, 8 июля. Рабочие моменты закончились во Владивостоке, поэтому мы выдвинули в сторону Ижевска. Поехали мы на Nissan Sirene E-Power 1,2 литра, 84 лошадки 2020 года. Сейчас доберемся до Уссурийска. В планах у нас заехать в гибрид-сервис, обслужить автомобиль и дальше уже потихоньку двинуть до Ижевска. Также будем ехать с остановками, будем заезжать к нашим друзьям, родственникам, знакомым, поскольку едем через всю Россию, считайте, и много с кем хотелось бы повидаться. Поэтому ехать будем не спеша, будем с вами на связи. Всем приятного просмотра.
doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Приехали мы в гибрид-сервис, отдали сирену на замену масла в двигателе, в коробке. Проверим тормозные колодки. Давайте посмотрим. Итак, замена у нас вышла на 12 500. В принципе, нормально. Все в порядке с автомобилем. Вонючки какие-то сюда тут положили. Подарок. Так что, если кому актуально, от нас рекомендация. Да, сейчас мы еще проходили квест. Найди, как говорится, воздушный фильтр на машину 2020 года. Их было всего 2, мы обзвонили. Пока в один магазин ехали, у нас уже перед носом кто-то купил. Вот, поэтому мы удачно приобрели второй. Вместе с салонным фильтром все поменяли, поставили. В общем, к поездке теперь полностью машина обслужена и можно спокойно ехать. Мы выехали далее с Уссурийска до Хабаровска 638 километров. Пробег на автомобиле 58 тысяч километров. Погода хорошая, дорога пока тоже хорошая, поэтому едем дальше. Проезжаем мост через реку Уссури. До Лучегорска нам 160 километров еще ехать. Дорога, так скажу, днем терпимо. Все ямы, кочки увернуться можно, но в темное время суток вообще будьте аккуратны. Реально выбоин прямо, ям очень много, поэтому внимательно. Подъезжаем к участку, где ведутся, точнее, где должны вестись ремонтные работы. Здесь щебень, гравийка на протяжении 30 километров. Будьте внимательны и аккуратны. Кто-то, вот видите, несется, сломя голову по встречной полосе. Но лучше всего, я думаю, держать дистанцию. Так будет безопаснее. Если вы видите, что вас обгоняют по такой дороге, уходите просто вправо. А всем, не знаю, обгоняющим берите радиусом побольше, чтобы из-под ваших колес соседу, как говорится, камушек не прилетел. Сделать это несложно, и никто не расстроится. Потому что летят тут местные, опа, прям камни из-под колес сыпят на такой скорости. Вон, видите, что творится? Здравствуйте. Здравствуйте. 160 карта. Чек нужен? Нет, не надо, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. 160 рублей стоит проезд по платной дороге в объезд Хабаровска. Заехали поужинать мы в кафе у Коляна.
Смотрю по парковке. Машины далеко не все идут обклеенные. Процентов 30. По поводу еды. Наш ужин. 2 супа, 2 салата. Печень по-строгановски 423. Так, ребят. Еле-еле доели. Вкусно. Супер просто. Суп гороховый. Прям не знаю. Как в садике нам когда-то готовили. Очень вкусно. Поэтому рекомендую, друзья. Заезжайте. Всем доброе утро, друзья. Вчера проехали за первый день 1000 километров. По итогу остановились с ночевкой в гостинице в Биробиджане, гостиница Ника. Всем от души рекомендую. Своя парковочка у них. Чистые, уютные номера. Очень приветливый хозяин. Вот. Сейчас поехали мы на завтрак в кафе у Коляна. И выдвигаемся дальше в путь. За Биробиджаном начинаются серьезные перевалы, вследствие чего расход бензина у автомобилей сильно увеличивается из-за подъемов в гору. Поэтому заправляйтесь на заправках по максимуму, потому что если у вас, условно говоря, запас хода на 120 километров, а заправка через 100, вы туда реально не доедете с такими подъемами. Мы заехали сейчас на такой интересный участок дороги в Амурской области. В общем, когда с горы спускается фура в сторону Владивостока, и если у нее что-то с тормозами, есть такие ответвления на дороге с очень крутыми подъемами, чтобы эту скорость можно было погасить. Высота реально очень ощутимая. Даже кружится голова. Сейчас покажу вам. Видите, где внизу трасса? Ну, а мы двигаемся в сторону знакового места. Это стелла Москва-Владивосток, которая установлена именно здесь, в Амурской области. И многие из вас, наверное, задаются немым вопросом, а почему именно здесь? А потому что данная стелла была установлена в честь открытия федеральной трассы Амур в 2004 году. До этого момента на протяжении 2000 километров было сплошное бездорожье, где-то местами гравийка, и люди, кто занимались продажами японских автомобилей, в частности, это рынок города Красноярска, Новосибирска и всех более мелких городов, они были вынуждены преодолевать это расстояние реально по бездорожью. И никто не ездил в одну сторону за одним автомобилем. Их везли и возят до сих пор на жестких сцепках. И я полагаю, что ранее, когда те же заправки были развиты не так сильно, во второй автомобиль грузили запчасти, бензин, все то, что могло вообще помочь преодолеть это расстояние хоть каким-то образом. В общем, это была адовая дорога. Через 500 метров, а затем поверните направо. Так, друзья, второй день. У нас получилось пройти 1600 километров. Сейчас едем последние 30 километров до кафе «Маяк». В общем, дорога тут внезапно прекратилась. Полностью идут ремонтные работы. Уже надо добить этот отрезок времени, участок, и
лечь уже отдыхать. Вот. Осложняется дорога тем, что такие как провалы на асфальте, все это качает бесконечно. Взлеты, подъемы. У меня на браслете на часах 11 тысяч шагов, хотя я не знаю, сколько я походила, вышла 2 раза в кафе. Просто такая вот тряска. Соответственно, приходится каждый раз гасить скорость, чтобы не ударить машину. Вот. Поэтому в идеале, конечно, этот отрезок проезжать в летнее время, в светлое время суток. Но мы уже решили доехать до маяка, поэтому мы едем туда. Всем доброе утро, друзья! Забайкальских пейзажев вам в ленту красивых. Ну а мы продолжаем наш путь. Сегодня 3-й день. Напоминаю, что за 2 дня мы прошли 2600 километров. Вчера мы добрались до кафе «Маяк» уже в 1 часу ночи по ужасной дороге. В принципе, хочу отметить, что в Забайкальском крае вообще тут реальные проблемы с дорогами. Вот эта вот волна по асфальту, которая идет без конца и без края, не дает развить нормальную скорость и тормозит в итоге все время. В кафе мы вчера уже ужинать не стали. Мы приехали, разобрали нашу однокомнатную, как выяснилось, квартиру. В Сирене очень комфортно разбирается 2-й, 3-й ряд практически в ровный диван. А в Хабаровске мы, когда заезжали в супермаркет, купили 2 подушки, 2 одеяла. В общем, у нас теперь гостиница на колесах. Наш дом на колесах вам покажу. Вот такая у нас тут разобранная кровать. Снизу там и докатка вошла. Места много. Считайте, даже ногами мы не задеваем передний ряд. И здесь он подвинут адекватно. Сзади. Здесь еще есть место под сумки. Там под полкой еще есть место что-нибудь сложить. Тут еще можно припрятать какие-нибудь вещи при необходимости. Поэтому вообще вполне можно путешествовать без привязки к гостинице.
шикарнейшее место. Доезжая 30 километров до Улан-Удэ, есть гора, к которой ведет тропа. Лестница прямо наверх. Отсюда открывается просто бомбический шикарный вид. Вы просто не представляете, камера не передает на самом деле, какая здесь красота. И далее посмотрите, здесь есть святое место. И местные говорят, что туда так просто ходить нельзя. Нужно оставить в дар монеты, рис, молоко, чай. И можно подняться туда на самый пик горы. И оттуда открываются самые потрясающие виды. В общем, тем, кто здесь мимо проездом, обязательно не проскочите, не поленитесь запечатлеть эту красоту. Просто шикарнейшие виды. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Всем доброе утро, друзья! Вчера проехали 1500 километров. На сам Байкал под мост мы уже не поехали, потому что была ночь, было темно. Встали мы на стоянку в кафе «Сковорода Мамая», переночевали в нашей гостинице на колесах. И сегодня мы едем дальше. По плану сейчас заехать на рыбный рынок, попробовать там местных деликатесов и двинуть дальше. Повсюду в этом регионе встречается название Мамай, Сковорода Мамая, Сердце Мамая, Залив Мамая, реки так называются. Мы тут немножко озадачились, кто же такой этот Мамай, и вообще откуда пошли эти все названия. И выяснили, что, конечно же, ни о каком хане Мамае здесь речи быть не может, поскольку он здесь ни разу не бывал. А названия идут от местного наречия венского, от слова «мома» — это лесистая местность. Ну, по крайней мере, Википедия нам дала такой ответ. И Мамай здесь это название сети горных вершин. Как говорят, рай для сноубордистов, фрирайдеров, а также любителей погонять на квадроциклах. Вот, поэтому, если вы любители таких видов спорта, то welcome сюда зимой. Мы приехали в Колпик на рыбный рынок. Сейчас пойдем посмотрим, купим себе рыбку. Есть холодного горячего копчения, варенье, сиропы, орешки, сувенирная продукция, различные травы. Поэтому заезжайте, выберите, что вам по душе и по вкусу. Мы сейчас себе тоже что-нибудь купим. Ну и, конечно, жемчужиной данного региона является озеро Байкал. Самое глубокое озеро на нашей планете. Глубина его достигает 1600 метров. В нем сосредоточено порядка 20% пресной воды, пресных запасов воды. По площади озеро превосходит такие страны, как Албания и Армения. В общем, представляете себе, да, размеры? Я вот смотрю на него и, честно, нет, не представляю. Очень красиво, очень масштабно. В озеро Байкал впадает порядка 500 рек, речушек, ручьев. Эта цифра не постоянная, поскольку она зависит от внешних факторов, от дождей, от таяния снега. И даже если все эти ручьи и реки перестанут наполнять Байкал, вытекая из Ангары, его запасов хватит на 350 лет. Это, конечно, колоссальные масштабы.
просто неописуемо словами. Вода здесь очень чистая. И зимой лед прозрачный и красивый. Если вы будете здесь зимой, обязательно к посещению этого места можно организовать себе шикарную фотосессию, незабываемую. В общем, друзья, это очень красиво. Шикарный завтрак на берегу Байкала. Мы купили омуля горячего копчения и вяленого. Выглядит все очень вкусно, поэтому приятного нам аппетита. Перевозка машин на жесткой сцепке. Когда едет один водитель и нужно пригнать два автомобиля, используется жесткая сцепка. Откручивается задний бампер у ведущего авто, передний бампер у ведомого авто, иногда снимаются еще фары. Крепится все это болтами на жесткую сцепку. По правилам нужно еще прокинуть проводку, чтобы у второго автомобиля при торможении либо при повороте включались, соответственно, поворотники. Но это в целях безопасности. Вот видите, как сделано здесь. Некоторые пренебрегают этим правилам, и на дороге бывает, особенно в темное время суток, сложно сориентироваться, так как вторую машину в темноте сложно заметить. Заехали сейчас на обед в Иркутской области, в Буузную. Ребят, это мега вкусно. Вот прям на всем протяжении нашего пути очень вкусно было в кафе у Коляна. И здесь бузы, они же позы по-русски. Стоимость одной штучки 65 рублей. Можно купить поштучно. Есть большой ассортимент других блюд. Поэтому однозначно мы рекомендуем данное кафе к посещению. Тем более у него рейтинг 4,8. Оценочка очень высокая. Будете проездом, заезжайте. Всем доброго, бодрого утра. Мы продолжаем наш перегон. Сегодня мы доехали до Красноярского края. Наконец-то. Вчера из запланированных 1300 километров мы проехали всего 870. Так как вдоль береговой линии Байкала ведутся ремонтные работы, и дорог местами просто нет. Потом начался серпантин с его крутыми подъемами и поворотами, где мы потеряли тоже достаточно много времени. Дальше мы простояли на переезде где-то в районе часа в Усолье-Сибирском. Потом мы попали в очередь на заправку в Республике Бурятия, где заправиться нужно было только вызвав шамана и пару бубнов. В общем, планировали одно, получилось другое, ну да ладно. Вечером мы решили уже до Красноярска не ехать и остановились в придорожном комплексе Хуторок. Там есть заправка, кафе, гостиница, душ. То есть все то, что нужно для комфортной ночевки. И вот сегодня с утра мы позавтракали и выдвинулись дальше. Там на парковке встретили перегонщиков, с которыми мы едем уже с самого Владивостока. У кого-то скорость чуть повыше, у
пока в дороге осветить такой момент. У нас в группе во ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Правый руль 18» ссылки оставлю под описанием. Уже неоднократно наши подписчики задают вопрос, как по ощущениям Nissan Sirena e-Power с Honda Stepwagon. Поскольку я год владела Honda Stepwagon и был опыт поездки на дальняк, мы ездили в Красноярский край, немножко сейчас поделюсь своими впечатлениями. На первый взгляд Honda Stepwagon однозначно динамичнее за счет турбины. Это первый момент. Дальше по салону. У Nissan Sirena e-Power возможность трансформации и конфигурации, на мой взгляд, интереснее. Второй ряд капитанские кресла можно сдвинуть между собой. То есть они двигаются не только вперед-назад, но еще влево-вправо. У третьего ряда есть возможность подвинуть также вперед-назад, чего в Honda Stepwagon нет. Дальше у пассажиров Nissan Sirena e-Power на втором и третьем ряду у всех есть столики и у всех есть USB выходы. Для водителя таким приятным бонусом является наличие подогрева руля. Дальше по расходу топлива. На Nissan Sirena e-Power в условиях сопок и перевалов из Владивостока до Иркутска бортовой компьютер показывал расход в районе 9 литров. Сейчас мы проехали 5000 километров, расход мы обнулили, поскольку местность стала уже более пологая. И бортовой компьютер уже стал показывать значение 7 литров. Я думаю, что это еще не предел. Дальше Stepwagon по трассе показывал расход в районе 7,3 литров на сотню, по городу в районе 9 литров. Ребят, кто владеет Sirena e-Power, напишите в комментариях, какой расход у вас по городу, поскольку я не могу сейчас озвучить эту цифру, я по городу на ней не ездила. Следующим немаловажным фактором является то, что Nissan Sirena e-Power идет на редукторе. То есть все те, кто боялись к вариатору цеплять прицепы, здесь, пожалуйста, вам зеленый коридор. Во Владивостоке, я знаю, точно есть компании, которые производят фаркопы на Сирены, и люди уже их массово заказывают. Вот. Хотя в Ижевске я видела степ-вагоны, у которых тоже были фаркопы, но, видимо, на свой страх и риск таскают все-таки. Здесь Сирена будет выигрышнее, чуть более выигрышнее. Теперь такой момент, что у Honda Stepwagon есть возможность выбрать передний либо полный привод. У Nissan Sirena e-Power только передний привод. Вот, поэтому, ребят, пока Сирены были непроходные, прямых конкурентов у Honda Stepwagon не было, в плане того, что таможить 1,5-литровый мотор было бюджетно по сравнению с теми же самыми Toyota Noah, Voxy и Sirena 2-литровыми. И теперь у потенциальных клиентов, потенциальных покупателей уже есть выбор. Кому нравится Honda, берите Honda, кому нравится Sirena, берите Sirena. Не доезжая 40 километров до Красноярска, есть такое бомбическое место, называется у дяди Заура, у него рейтинг 5.0. В общем, друзья, если вы будете здесь проездом, заезжайте обязательно. Там кормят просто обалденно. Сам хозяин встречает, обслуживает. Шашлык просто топчик. На столе стоят в свободном доступе зелень, лук, специи. Тут вообще как бы много там названий. У Лили, у Ани, у Димы, там, у бабушки и прочего. Но вот вам сюда.
от нас однозначно рекомендация. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end. В нашем перегоне из Владивостока в Ижевск в Красноярском крае у нас был запланирован мини-отпуск. В Ачинске мы свернули с трассы и ушли в наш Арыповский район. Сейчас мы едем на озеро Большое, оно же Парное. Здесь можно отдохнуть как в палатках дикарями, бюджетно расположившись на берегу озера. Также оборудованные базы отдыха, предназначенные для круглогодичного проживания, подарят вам комфорт и незабываемые впечатления, поскольку здесь можно уже воспользоваться прокатом гидроциклов, водных лыж, а также полетать на парашютиках, вот, и в полном объеме насладиться всей красотой природы Красноярского края, и в том числе, если не полениться и проехать буквально километр от озера Большого, можно подняться в гору и увидеть красоту озера Круглого. Поверьте, туда стоит съездить и увидеть это все своими глазами. Мы передвигаемся по поселку Парная. Работают здесь магазины. Люди продают свои товары, которые они вырастили у себя на дачах. Также можно приобрести рыбу, раков. И на самом деле каждый квадратный метр здесь заточен под аренду, под сдачу жилья туристам, поскольку местное население живет на эти доходы. Ну а мы приехали на нашу базу отдыха, и посмотрите, какой вид у нас открывается из окон. Красота. To fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. В общем, идем пешком. Сегодня вторник. Машин, в принципе, немало. Нам надо вон в ту горку забраться. Туда даже кто-то умудряется заезжать своим ходом. В общем, мы дошли до перешейка. И теперь нам надо подняться еще вот туда, в гору. И оттуда открывается самый потрясающий вид. Говорят, кардионагрузка полезна, да? Ну вот, смотрите, ради такого стоит однозначно в горку подняться. Это озеро Круглое. Опускали веревку 100-метровую, дна не достали. Вот такие забавы. Всем привет!
После небольшого отпуска в Красноярском крае мы снова в строю. Сегодня уже проехали Кемерово. Сейчас остановились в Болотном на обед в кафе «Модно поесть». По планам сегодня еще проехать километров 800-900. Посмотрим, как получится, потому что навигатор рисует нам, что по объездной по Новосибирску авария и придется ехать через город. В общем, как обычно, планируем одно, а дорога диктует немножко другое. Вот, погода хорошая, тепло. Если тучки уходят, прямо местами даже припекает жарко. Поэтому держим путь дальше. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Всем доброго, бодрого утра. Мы останавливались сегодня на парковке в гостиничном придорожном комплексе «Уют Парк». Сейчас с утра встали, вкусно позавтракали и будем отправляться в дорогу. Внутри придорожного комплекса есть парикмахерская, туалетные комнаты, классный большой супермаркет, автохимия и, конечно же, вкусное кафе. Поэтому от нас однозначная рекомендация. Посмотрите, здесь много автомобилей, фуры также здесь останавливаются, а это значит, что людям нравится. Поэтому от нас рекомендация. В дороге развлекаем себя как можем. Вот включили себе мультик на японском. Вот какое-то разнообразие. А так, автомобиль идет плотный поток. Особенно много фур. Поэтому едем не спеша, наслаждаемся видами. Товарищей доблестных до Иркутска было вообще немного. Новосибирская область, штук 6 экипажей у нас подряд мы прошли. Вот. Сейчас двигаемся по Омской области. Посмотрим, как будет дальше. Погода шепчет. В Тугулыме остановились в таком интересном комплексе, называется «Шарк», на обед. Покушали вкусных шашлыков. В общем, красиво, вкусно. Заезжайте. По дороге домой заехали в кафе «Мельник», которое находится за Екатеринбургом. Позавтракали. Заезжаем сюда уже далеко не первый раз. Очень антуражно внутри, кормят вкусно. Поэтому будете проездом, берите на заметку. Ну а мы двигаем в Ижевск. По планам сегодня у нас уже добраться до дома. Наконец-то. И расскажу в целом о своем путешествии, уже подытожу по приезду домой.
что же, наконец-то мы и дома. 9200 километров за спиной. Это с учетом нашего отпуска в Красноярском крае. А сейчас давайте посмотрим на цифры на бортовом компьютере, что нам показывает наш автомобиль. Итак, мы проехали 9200 километров. Общий пробег на автомобиле 67 750 километров. Расход бензина, если перевести в нормальные цифры, показывает 7,8 литров на сотню. И это еще далеко не предел, поскольку водителей было двое, и у каждого своя манера езды. По затратам на перелет у меня вышло в ту сторону 25 тысяч рублей. И по общим расходам в деньгах на бензин мы потратили 41 500 рублей. Если бы мы ехали, получается, без заезда в отпуск, мы бы потратили примерно 36 тысяч рублей. От себя что еще хочу сказать, ребят? Путешествие мне на самом деле очень понравилось. Новые знакомства, интересные места. Наконец-то я побывала во Владивостоке. Посмотрела своими глазами, каким образом это реально все там происходит. Касательно портов, складов временного хранения и прочего. Побывали на Байкале, посмотрели все красоты и достопримечательности, то, что смогли охватить за наш короткий отпуск. В дороге мы были чистыми из Владивостока до Ижевска 7 дней, я напомню. В принципе, это все довольно-таки несложно. Поэтому, если вы до сих пор в раздумьях, стоит ли ехать, я думаю, что однозначно стоит, особенно летом. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях касательно поездки. Я с удовольствием вам на них отвечу. Ну, а что касательно автомобилей, приходите к нам в офис, оставляйте свои заявки на WhatsApp, в Telegram, в нашу группу во ВКонтакте. Также подписывайтесь на все эти ресурсы. Там я размещаю всю актуальную информацию касательно нашей работы и всех новостей касательно автомобилей. Поэтому давайте будем на связи. Обязательно поставьте лайк данному видео, подпишитесь на наш канал на YouTube и не забудьте поставить колокольчик. С вами была Татьяна, компания Sakura Auto. До новых встреч!